Чем на этот раз удивит МАГАС? Таким вопросом задавался чуть ли не каждый житель республики. Его уникальные проекты удивляют и радуют не только местных жителей, но и гостей столицы. Однако в последние дни волну негодования вызвала информация в соцсетях, что некоторые ноу-хау сдают позиции или вовсе исчезают на глазах. Жители обеспокоены, это временные неудобства или МАГАС теряет статус умного города. Современные остановки с историческими названиями Алания, Нарт, Дзурдзуки славятся своей многофункциональностью. Обогреватели, кондиционеры, разъемы для подзарядки гаджетов, бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение, скамейки с подогревом. В общем, такие сложно встретить даже в самых развитых городах страны. Но уже около месяца здесь не получалось подключиться к интернету. То есть к нему невозможно подключиться? А раньше получалось? Раньше получалось. Вообще не загружается. Версии причин отключения доступа к Wi-Fi разные. Многие предполагают, что отключили из-за неуплаты. За поисками истинных причин обратились в местную администрацию. Здесь объясняют, что повода для беспокойства нет. По информации поставщика, у них технические неполадки. В связи с этим интернет на данное время отключен. Но это все временно, это решаемые вопросы. И в ближайшее время жители получат доступ. Действительно, один из атрибутов умного города вновь заработал в прежнем режиме. Специалисты по информационным технологиям Россети устранили неполадки и увеличили сигнал. Получилось подключить? Да, подключилась. Некоторое время назад я не могла подключиться, а сейчас все нормально, подключилась. Ну а что касается скамеек на остановках, то функция подогрева работает не так, как раньше. Не работает. Чуть-чуть эти щели работают, а так нет. Раньше как они подогревали? Раньше хорошо подогревали, нормально работали, соответствующие. В списке жалоб жителей оказались и умные скамейки. От обычных их отличает не только функция подогрева, но и возможность зарядить телефон, раздавать Wi-Fi и встроенная подсветка. В холодное время года, когда они представляют особую ценность, некоторые из них оказались в нерабочем состоянии. Если согреться здесь пока не представляется возможным, то повысить уровень заряда телефона можно без проблем. Работает? Да, работает. Местные администрации объясняют, техника иногда выходит из строя, и этот вопрос взят на контроль и в скором времени будет решен. Стоит отметить, другие работают в исправном режиме. Если же скамейки не покидали привычной дислокации, то умные кормушки на прошлой неделе пропали из поля зрения жителей. Для тех, кто еще не успел их оценить, напомним, в чем заключалась их особенность. Абсолютно экологичные фандоматы совмещены с урнами для бумажных, пластиковых, картонных, стеклянных отходов. Каждый раз, когда выбрасывается мусор, из резервуара миска наполняется кормом для животных. Не удел, а точнее без корма, конечно, в этом случае остались братья наши меньшие. Ведь они для бездомных животных стали своего рода рестораном под открытым небом. Если их убрали, это неправильно. Бедные животные теперь будут жить без еды. Мне кажется, это была очень здоровская инициатива, хоть как-то помочь животным, поставить скворечники, поставить умные кормушки. Есть очень много вещей, которые действительно уродуют облик города, и это ни в коем случае не те объекты, которых сейчас мы наблюдать в городе не можем. Выяснилось, что умные кормушки сейчас находятся на территории ЖКХ МАГАСа. Производственный отдел мэрии посчитал, что здесь их временное пребывание будет безопасным. Чтобы никто не трогал, в ремонте ездят, Городской администрации отмечают, умные кормушки не функционировали должным образом. При сбрасывании пластиковых бутылок корм не сыпался. Об этом не раз упоминали и сами жители. Сейчас решение вопроса с фандоматами в ожидании приезда представителя поставщика, которому направили дефектный акт. Если кормушки удастся отремонтировать, они вновь будут возвращены на прежние места. Если нет, их вернут поставщику, разорвав договор. А от скворечника, который был установлен в этом доме,
доме осталось только напоминание в виде шурупа. Сняли его сами жители или исчез каким-то чудесным образом, никто не знает. Также жители интересуются, почему убрали голубятник и домик для кошек, которые были установлены в сквере Крупнова. Выяснилось, что они также не покидали город. Местная администрация подарила их гимназии Марем. Сейчас они находятся на территории образовательного учреждения. Да, я рада, что у нас есть голубятник в школе. Теперь мы будем в свободное время кормить птиц. В общем, волнения в социальных сетях оказались относительно беспочвенными. Магаз, как и прежде, самый молодой и один из быстро развивающихся городов России. Также единственный на Северном Кавказе, который претендует на звание умного города. И жители надеются, что коммуникационные и информационные технологии столицы будут только приумножаться. Нужно стараться сделать жизнь жителей города более комфортной. Упразднение этих новшеств ни в коем случае не сделает жизнь комфортной, потому что интернет нужен всем, а зимой в осеннее время теплая скамейка как-то греет душу. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.